А знаешь ли ты, как переводится фраза «фудежвохо» на русский язык? Я насчитала целых 3 перевода данного вопроса. Первое — в значении «чем ты занимаешься», то есть по жизни, какие у тебя увлечения, хобби, работа и так далее. Второй перевод данной фразы — «что ты делаешь», то есть какие действия ты совершаешь в данный момент. То есть действия у нас менее значительные, чем занятия. Давай теперь немножечко изменим нашу вопросительную фразу. Вместо местоимения «хо» — «ты» поставим местоимение «шо» — «вы» и получаем «фудежды шо». Данная фраза может использоваться в 2 значениях, которые мы с тобой рассмотрели, а также в 3 значении «как вы поживаете». Вы можете задаться вопросом, почему фраза «фудежды шо», «как вы поживаете», задается в диалоге одному человеку, ведь в ингушском языке уважительная форма на «вы» отсутствует. Совершенно верно, у ингушей никогда не было формы обращения на «вы», только на «ты». Но в данном вопросе «фудежды шо» подразумевается не только собеседник, но и его домочадцы. Получается, что я задаю вопрос одному человеку, говоря «фудежды шо», «как вы поживаете», подразумевая под этим вопросом не только его, но и его семью, то есть тех людей, которые с ним проживают. Или просто данный вопрос задается в присутствии 2 или более людей. Знаете, что я заметила? Когда вопрос «фудежвохо» нам задает человек, которого мы очень редко видим, то данный вопрос бывает в значении «чем ты занимаешься», то есть твои увлечения. А когда данный вопрос задает человек, которого мы, допустим, видим каждый день, или говорим по телефону, или переписываемся, то данный вопрос бывает в значении «что ты делаешь», то есть сейчас твое действие. Ведь этот человек наверняка уже знает о наших занятиях, увлечениях и так далее. У ингушей на вопрос «что ты делаешь?» «фудежвохо» есть некий шаблонный ответ. «Хамдежвац» – «ничем не занимаюсь» или «ничего не делаю». Люди стали отвечать этой рефлексивной фразой, даже если им есть что сказать. Допустим, я встретила знакомую, которую не видела уже очень давно, и она у меня спрашивает «Фудежьяха, чем ты занимаешься?» То есть какие у меня увлечения. А я говорю «Хамдежьяц, ничем не занимаюсь». Глупо как-то, учитывая то, что у меня есть увлечения и занятия. Своим ответом я будто бы показываю, что я какой-то лодырь, у меня нет никаких занятий. А ведь эта женщина задает вопрос именно в этом смысле. Ведь она не будет задавать вопрос, что я сейчас делаю, потому что я стою рядом с ней. Если бы она хотела спросить, куда я сейчас иду, это бы звучало по-другому. Или, например, мне позвонила моя подруга и спрашивает «Фудежьяха, что ты делаешь?» А я в этот момент, например, рисую. Но отвечаю ей «Хамдежьяц, ничего не делаю». Почему бы мне не ответить просто по существу? А знаете, к чему приводит постоянное использование шаблона «хамдежвац» или «хамдежьяц»? Этот шаблон просто-напросто вытесняет другие слова из твоего лексикона. То есть ты забываешь другие слова, потому что ты их не используешь. Ты уже не помнишь, как будет слово «рисую», «читаю», «пишу», «иду», «собираюсь ложиться», «готовлю», «делаю уборку», «иду в гости» и так далее. Эти слова у тебя уже забылись, потому что ты постоянно используешь этот шаблон. А еще это приводит к поверхностному общению и отсутствию глубокого взаимодействия, потому что этот шаблон не предполагает реального обмена информацией или эмоциями. Давайте откажемся от этого и будем использовать в нашей речи слова по существу.